Мгм. А сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, и опыт, сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. Александр Сергеевич Пушкин. Добрый день, уважаемые гости, дорогие участники онлайн-мероприятия, приуроченного к Году науки и технологии в России. Здравствуй, нескучная наука! Слово для приветствия предоставляется заведующей Центральной городской библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского, отличнику культуры Республики Саха-Якутия Максимовой Розалии Николаевне. Добрый день, наши уважаемые гости, дорогие участники. Этот год по указу президента Российской Федерации Владимира Путина объявлен Годом науки и технологий. Наука и технологии занимают все больше места в жизни каждого из нас. Поэтому вопрос развития научного сообщества является одним из целевых направлений политики государства. Научно-технический прогресс играет ведущую роль в социально-экономическом прогрессе. Развитие науки и технологий также позволит обеспечить независимость, конкурентоспособность страны за счет создания эффективной системы наращивания и наиболее полного использования интеллектуального потенциала нации. Согласно прогнозу научно-технологического развития Российской Федерации, на период 2030 до 2030 года приоритетными направлениями развития являются информационно-коммуникационные технологии, науки о жизни, такие как биотехнологии, медицина и здравоохранение, новые материалы и нанотехнологии, транспортные и космические системы, энергоэффективность и их сбережение, рациональное природоиспользование. Ценность труда ученых в этих сферах заслуживает особого общественного и государственного признания. Они идут по непростому пути, совершая свои открытия и передавая накопленный опыт молодому поколению. И сегодня наша библиотека дает уникальную возможность встретиться с людьми, благодаря которым осуществляется развитие науки и техники в нашей республике. Академия наук Республики Саха-Якутия создана в 1993 году указом президента республики Михаила Ефимовича Николаева как высшая научная организация, интегрирующая научный потенциал Якутии. Это государственная бюджетная республика Республики Саха-Якутия, учредителем которого является глава Республики Саха-Якутия. О становлении и развитии Академии наук Республики Саха-Якутия нам расскажет Семенов Юрий Иванович, руководитель научно-образовательного центра Академии наук Республики Саха-Якутия. Юрий Иванович, вам слово. Спасибо большое, Юрий Иванович, это я. Разрешите включить вам демонстрацию презентации. Вот, она вам не видна, да? Видно? Вот так видно, да? Да, видно. Ага. Ну что ж, доброе утро еще, добрый день еще раз, уважаемые участники сегодня прекрасного мероприятия. Я хочу вам немножко рассказать об Академии наук Республики Саха-Якутия. Итак, как уже сказали, Академия наук Республики Саха-Якутия была создана по инициативе нашего первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева в 1993 году. И с тех пор неизменно учредителем Академии является глава республики. Ныне это Арсений Сергеевич Николаев. 90-е годы, когда наша страна переживала очень кризисное время, это история великого поворота. Надо было думать, как развиваться. Тогда каждый субъект Российской Федерации буквально остался сам с собою. И тогда наше руководство республики приняло, что мы будем развиваться по пути технологического, научного развития, опираясь на знания, исследования и так далее. И вот я хочу привести несколько примеров. Почему наука? Наука должна быть первой во всем и всегда. Именно опираясь на достоверные знания, можно идти вперед. Изобретение электричества, изобретение парового двигателя изменили нашу жизнь совершенно. Изобретение
парового двигателя – это одна из первых индустриальных революций, которые произошли. Они буквально всю промышленность, рабочие места, когда появились фабрики, заводы, сотни тысяч людей в больших городах оказались безработными. Также и сегодня мы переживаем, что изобретение компьютерного, искусственного интеллекта оставит очень большое количество людей безработными. И поэтому постоянно меняться, думать, как будет развиваться, куда будет идти будущее, это, конечно, вызывает очень много разных вопросов. И вот обратите внимание, атомная бомба, тоже хочу пример привести, изменила геополитическую структуру мира буквально ежесекундно. Если раньше нужны были многомиллионные армии, их содержать, одевать, лечить, то сегодня это не нужно. Сегодня нужно иметь достаточно один Курчатовский институт, чтобы обеспечить всю национальную безопасность страны. Также изобретение пенициллина Александром Флемингом в 20 веке и его массовое внедрение увеличило продолжительность жизни людей практически на 30 лет. Если в среднем до этого люди жили 47-54 года, то после изобретения пенициллина с развитием здравоохранения мы живем в среднем 80 с лишним лет в развитых странах. Поэтому без науки нету жизни на этой земле, по крайней мере, достойной жизни. И мы в это очень глубоко верим. И понимая это, наше руководство в 1993 году создает Академию наук Республики, как высшее научное учреждение республики, определяющее, осуществляющее научное сопровождение программ социально-экономического, культурного и духовного развития республики через интеграцию федеральных академических учреждений высшего образования, науки и отраслевой науки и проводит фундаментальные исследования и прикладные в целях развития республики. Миссия науки была определена, исходя из этого: интеграция, реализация стратегических задач и выполнение научных исследований. Тогда, когда наша страна разваливалась, были кризисные моменты, очень много институтов закрывались, и поэтому из федеральных, союзных тогда республик, когда Союзная республика поддерживала, чтобы не закрыть, руководство республики принимает на базе Академии наук создать 4 института. В 1995 году входит Всемирный музей Мамонта, организован в 1996 году Институт здоровья, который сегодня самостоятельный, Якутский научный центр комплексных медицинских проблем. В 2004 году создается Центр арктической археологии и палеоэкологии человека. В 1997 году научно-исследовательский институт проблем труда. Но, к сожалению, в 2007-2008 годах эти институты передаются в федеральную собственность. И сегодня в Академии наук, к сожалению, самостоятельных институтов нету. Поэтому работают в основном по крупным проектам, куда создаются временные творческие коллективы научных сотрудников. Спасибо. Вот. И сегодня Академия наук состоит из общего собрания, где собираются все научные ученые и академики. Руководит Академией наук президент, президиум, вице-президенты, 5 объединенных ученых советов, которые смотрят полностью, как развивается наука и техника в Якутии, обсуждают ключевые проблемы и перспективы развития, предлагают правительству и главе республики, куда нужно идти, вести науку, как развивать, что создавать и так далее. И у Академии наук есть собственные отделы, о котором я немножко расскажу чуть позже. Итак, ключевые научные направления, которым мы занимаемся сегодня. Это история Якутии. У нас подходит большой словарь, я об этом еще скажу, отдельная энциклопедия Якутии, большие исследования мамонтовой фауны, комплексные археологические исследования, исследования антропогенного воздействия состояния природной среды, научные исследования в развитии Арктики, очень хрупкой, ранимой нашей природы. Кроме этого, есть прикладные исследования. Это комплексные научные исследования, направленные на производительные социальные сферы Якутии, комплексные исследования экологического состояния Вилюйской группы, улусов и здоровья населения. Мы все помним 2018 год, когда произошла авария на реке Вилюй, дренажные, когда полетели дамбы, исследование тенденций, факторов, условий функционирования, развития социально-трудовой сферы, ну и, конечно же, исследование сейсмической активности и влияние
сейсмики на народно-хозяйственную деятельность Республики Саха-Якутия. Кроме этого, Академия наук осуществляет огромное количество научно-методического обеспечения правительства республики, муниципальных образований, различных организаций, предприятий. Готовятся большие аналитические доклады, как развивается наука и техника, экономика, культура, сфера и так далее. Одним из больших направлений исследований является составление энциклопедии Республики Саха-Якутия. В 2008 году впервые увидел энциклопедический словарь. Вообще это первое, наиболее полное справочное издание, посвященное историческому процессу развития Якутии, которое затрагивает все стороны жизни населения региона, от эпохи палеолита до 20 века. Подобно флагу, гербу и гимну, энциклопедия является символом национального самосознания нашей республики. С таким девизом и лозунгом работает данный отдел, возглавляет его академик, доктор исторических наук, профессор Анатолий Игнатьевич Гоголев. В этом году мы очень надеемся, что будет издан первый том Большой якутской энциклопедии. Одним из фундаментальных исследований, уникальных находок, мы все с вами знаем, что Якутию называют музеем под открытым небом, благодаря тому, что большое количество мамонтовой фауны есть в республике. И не изучать их было бы просто грешно. Поэтому отдел изучения мамонтовой фауны, где работает большое количество докторов, кандидатов наук, занимается палеоэкологическими исследованиями условий обитания мамонтовой фауны. Это не просто изучение одного мамонта, это изучение всех животных, которые тогда находят на территории республики. Вот сейчас в новостях передают, что нашли уникальное в мире, единственное в таком идеальном сохранившемся шерсть, мозг, и даже то, что он ел, это носорог в Абыйском районе. И вот по изучению этих животных мы можем восстановить, каковой был климат тогда, какие растения были, изучая, что ели эти животные, что ели мамонты, что ели бизоны, что ели носорог, лошади и так далее. Мы можем восстановить, как меняется климат, какие были растения и так далее, и так далее. То есть изучение мамонтовой фауны – это практически изучение жизни на территории Республики Саха-Якутия. Почему эти животные вымерли, какие факторы на них повлияли. Исходя из этого мы можем в будущем спрогнозировать, какие животные, какие процессы могут быть пагубны и что мы можем сделать, чтобы сохранить жизнь и биоразнообразие на территории нашей республики. В этом плане наши ученые являются одними из передовых, которые постоянно публикуют свои научные труды в Японии, в Соединенных Штатах Америки, в Европе. И к нам приезжают большое количество ученых работать совместно с нами. Вот только находки 2020 года. Не только мы находим черепы и так далее. Вот одним из таких является туша детеныша древней росомахи. Вот один из нижних рисунков. И вот на основе этого изучения сегодня будут определять, в каком, где они жили и так далее. Ну, про мамонтовую фауну можно очень много рассказывать, их изучает большое количество, как я уже сказал. Другой отдел. Сегодня очень важным является у нас изучение этносоциальных, этноэкономических исследований. И этим занимается данный отдел. Вот последние годы они изучают состояние и тенденции социально-экономического развития коренных малочисленных народов в условиях промышленного освоения территории республики. Наша задача, чтобы коренные малочисленные народы, эвенки, эвены, долганы и так далее, они могли не только сохраниться как народы, сохранить языки, культуру, но их не ущемляли бы в части их традиционного природопользования. Те промышленные предприятия, которые работают на территории их проживания, чтобы соблюдали все нормы и так далее. И вот это все изучается, с научной точки зрения доказывается, где они ущемили их права, где можно сделать, чтобы восстановить природу и так далее, и так далее. На основе именно этих исследований они, крупные промышленные предприятия, отчисляют большие средства на развитие самих коренных малочисленных народов, на восстановление природы, экономики народного, так скажем, их природопользования и так далее, и так далее.
Ну, здесь основные их труды, которые они занимаются. Делаются большие карты, где они обитают, где обитают те животные, на которых они охотятся, то хозяйствование, которое они ведут и так далее. И на эти территории, в том числе крупным предприятиям, нельзя заходить без особого разрешения коренных малочисленных народов. Третий отдел – это Южно-Якутский научный центр. Он занимается изучением сейсмодинамического анализа восточного сектора российской Арктики с целью создания крупномасштабного сейсмического районирования. Вы, наверное, в новостях и так далее, в других источниках слышите, что и на территории северо-востока России, Якутии, очень часто происходит землетрясение. И вот очень важно, когда мы строим какие-то объекты, особенно крупные месторождения, например, никогда бы на территории Южной Якутии, Нерюнгри не развивалась бы угольная промышленность, если бы мы не смогли в свое время доказать, что там можно добывать этот уголь. И эти люди, которые там работают, тысячи людей, вернее, и вся Нерюнгринский район, и многие бюджет республики никогда бы не получил тех средств, если бы этот отдел не работал и не доказал, где можно строить, где нельзя строить, потому что там сейсмическая активность. В том числе касается и крупных зданий, сооружений, где можно строить города, где нельзя строить города, где можно строить многоэтажки, где нельзя строить многоэтажки. Это все определяют вот эти крупные, фундаментальные и прикладные научные исследования. Экспертиза, очень большое количество экспертиз, научных работ проводится Академией наук. Вот только посмотрите, в 2019 году Академия наук провела 387 экспертиз, 450 экспертиз в 2020 году. Это все рационализаторские предложения, очень много научных работ, изобретений и многих других приносят к нам в Академию, и прежде чем они получат одобрение, они должны пройти экспертизу. Этим тоже занимается. Как говорил Михаил Васильевич Ломоносов, наука начинается со школьной скамьи. И поэтому с 2012 года решением Президиума Академии в Академии наук работает научно-образовательный центр Академии наук, который занимается не только просвещением, но и проведением мероприятий, направленных на повышение научного потенциала, повышение научно-исследовательской деятельности учителей, педагогов и в том числе детей. Ключевой идеей данного центра является, так скажем, пропаганда научных знаний и воспитание будущих ученых. И мы проводим здесь большое количество конференций, мероприятий, экспедиций. И в том числе работает проект 100 аспирантов-педагогов. Кто работает в детском саду, в школе, мы занимаемся с ними в аспирантуре. Мы создаем дистанционные образовательные платформы, очень большое количество лекций, актовые лекции ученых, академиков, проводим курсы повышения квалификации и так далее. И одним из ключевых направлений является комплексные экспедиции школьников по республике. 27 экспедиций мы проводим ежегодно. Но вот даже в прошлом году, несмотря на пандемию, в маленьких селах мы проводили небольшие экспедиции, где изучают экологию, природу, животных. И это все благодаря той методике, которую делают наши ученые, и даем мы их учителям и детям. Также на базе школ мы создаем небольшие научно-образовательные центры. Вот, например, мы 8 февраля 2021 года на базе Бейдегинской СОЖ откроем небольшой научно-образовательный центр. Вот посмотрите, как у нас меняется школа. Мы создаем витрины. Это на основе тех экспедиций, того материала, который мы собрали. И дети, и учителя будут способны это все смотреть. И таких центров у нас по республике уже несколько. А кроме этого, Академия наук есть Центр интеллектуальной собственности, который помогает гражданам, изобретателям, ученым, рационализаторам оформить патенты на свои изобретения
их продвигать, продавать и так далее. И вот этим занимается наш Центр интеллектуальной собственности, чтобы наших ученых, у них были патенты. Кроме этого, есть большие крупные научные исследования, среди которых комплексные научные исследования направлены на развитие производительной социальной сферы. Первый этап был проведен в 16-18 годах, сейчас начнется второй этап. В 16-18 годах проводились исследования природной среды и природно-ресурсной базы, исследования человеческого потенциала и социально-экономических комплексов, на основе которых были сделаны 24 тома научных заключений. В том числе ученые выяснили, что на сегодняшний день, к сожалению, идет очень большое истощение различных природных запасов, и поэтому, исходя из этого, нашли новые месторождения, ну и так далее, и так далее. В том числе изучали здоровье людей, и на основе которого всего вот этого большого изучения был разработан комплексный план социально-экономического развития, а именно был принят закон Республики Саха-Якутия о стратегии социально-экономического развития. Это все на основе науки, который был сделан. Вторым большим исследованием является история Якутии. В нашей республике до сих пор единственным сводным трудом, дающий комплексное представление об истории, остается трехтомное исследование 55, 57 и 63 годов. Поэтому столько лет прошло, новых открытий, новых исследований было сделано, и поэтому было принято решение 5 лет назад начать большой проект, научно-исследовательский проект «История Якутии». И уже готовится большое трехтомное издание, посвященное всей истории республики от самого раннего периода до сегодняшних дней. Мы очень надеемся, что этот труд выйдет в этом году. Несмотря на это, уже очень большое количество книг, посвященных истории, Академии наук уже и академиками уже выпущены. В том числе одним из кладезей является материальная, духовная культура Якутии в музеях мира 17-го, начала 20 века. Это очень большой, фундаментальный двухтомный труд, который сделали наши ученые. Представьте себе только, что не только в наших музеях, в селах, городах, улусах и республике есть огромное количество нашей с вами материальной культуры, но и хранится в музеях Германии, Соединенных Штатов Америки, Москвы и так далее. И наши ученые смогли собрать это все едино, описать и сохранить для наших будущих потомков. Какая у нас богатая, уникальная культура. Кроме этого, есть очень большие прикладные, нужные для сегодняшнего жизни нам исследований. В том числе мы уже на протяжении 7 лет исследуем русловые процессы на реке Лена. Мы с вами видим, что происходят большие обмеления, происходят различные процессы, и это все изучается, на основе которого делается большой прогноз. Кстати, эти исследования очень нужны не только вот рыбному хозяйству, не только при проведении навигационных работ, но и в том числе при прогнозировании весеннего паводка и так далее. И благодаря тем ученым, которые мы смогли сделать, эта работа у нас делается с МГУ, мы вот смогли очень многих последствий паводка и так далее спрогнозировать и их, так скажем, предостеречь. Поэтому такие работы очень важны. Второе исследование нефтегазоносных областей Якутии. Мы знаем, что если бы не было ученых, если бы не было геологов, в 50-х годах открыты Попугаевой алмазоносные месторождения, то не было бы сегодня половины бюджета нашей республики. Если бы не были открыты учеными-геологами крупные нефтегазовые месторождения, то и тепла в наших домах бы и не было, или было бы очень дорого это все. Так что вот эти исследования до сих пор продолжаются. Кроме этого, у нас очень много публикуется изданий. Редакционная издательская группа выпускает у нас 2 журнала. «Природные ресурсы Арктики и Субарктики», это ВАКовский журнал, и научно-популярный журнал, и имеет сайт, каждый может зайти и посмотреть. Это «Наука и техника в Якутии». Главный редактор, академик и очень выдающийся популяризатор науки Виктор Васильевич Шепелев.
Кроме этого, у нас есть веб-ресурсы Академии, это сайт Академии наук, это мамонтовый портал Академии наук на русском и английском языке, сайт нашего научно-образовательного центра, сайт журнала «Природные ресурсы Арктики и Субарктики». Мы не стоим на месте, мы развиваемся, идем дальше. В будущем мы предполагаем, что при Академии наук будет создан центр коллективного пользования Академии, где ученые республики могут делать различные анализы, различные свои научные исследования. Он будет очень хорошо оснащен передовой научно-технологическим инвентарем и техникой. Мы собираемся строить Всемирный центр Мамонта и закрепить, что Республика Саха-Якутия и наша Великая Россия являются самыми главными хранителями, научными исследователями в этой области. И в том числе при этом в Всемирном центре будет криохранилище семян, планируется. И создавать другие научно-исследовательские институты при нашей академии, которые были бы направлены на сохранение, изучение нашей республики, изучение коренных малочисленных народов, образование нашей республики, здоровье и ряда других направлений, в том числе изучение экологии и человека. Ну, вот, если очень кратко, но долго, то Академия наук занимается этими исследованиями. По сегодняшний день большое спасибо. На этом мой доклад закончен. Благодарим Юрия Ивановича. У нас в чате... Спасибо. Давайте озвучим вопросы. Так, сейчас посмотрим. Спрашивает, кто сейчас президент Академии наук? Президентом Академии наук является Филиппов Василий Васильевич, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии наук. И еще один вопрос. Что такое научная революция? Научная революция, как я понимаю, терминов очень много. Это когда происходит переход от одного технологического уклада к другому. Ну, например, первая научно-технологическая революция, это, наверное, была добыча огня. Там науки, конечно, не было, но когда человек научился добывать огонь, его жизнь поменялась вообще кардинально. Но это образно говорю. Ну, а так, ключевой научный, наверное, все-таки это паровоз. Когда двигатель, когда... Очень даже хорошо. А когда паровозы появились, когда вот исходя из этого начали появляться фабрики, заводы, и темпы жизни очень увеличились. Вторым это электричество. Он кардинально поменял вообще все хозяйственное человека. Ну и так далее, и так далее. Вот то, что кардинально меняет жизнь человека. Вот я всегда говорю, вот Актемцы и город Якутск, 50 километров, 100 лет назад, всего лишь 100 лет назад люди практически 20 часов добирались это расстояние. Сегодня мы это расстояние преодолеваем 50 километров за 38 минут. То есть мир сегодня, благодаря науке и технике, стал очень маленьким, очень доступным. Сегодня за 2 дня можно перелететь весь мир. А тогда 50 километров за 100 лет назад было. Вот что значит научная революция. И вот еще один вопрос. Природа не терпит пустоты, извлекая из недр ископаемые типа нефти, газы и так далее. Не получим ли провалы земной коры или землетрясения? Вот я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос, потому что это очень серьезный, фундаментальный вопрос. А на те вещи, которые я не знаю ответа, я, к сожалению, не могу. Но я знаю, когда добывают нефть, туда восполняют, и туда вода и так далее кладется. Да, так что вопрос очень закономерный. Но очень хотелось бы верить, что в будущем мы уйдем от добычи природных ресурсов, а научимся как-то очень эффективно недропользованием пользоваться. Но в ближайшие 30 лет мы точно не откажемся от недр. Без них жить нельзя, к сожалению. Так, еще раз поблагодарим Юрия Ивановича за такую емкую информацию, за то, что ответили на вопросы. Да, очень интересно. А можно еще вопрос? Да, конечно, задавайте. Хотела спросить, насчет переработки мусора ученые какие-то работы ведут?
Да, это очень большое количество исследований ведется, и даже в 2019 году сотрудник Академии наук получил за это государственную премию. Но на практике очень сложно внедрить, полностью изменить, перевооружить. Это уже хозяйствующие субъекты сами, к сожалению, решают эти вопросы. Вообще в науке очень много есть полезного. Даже очень много есть вакцин разных, в том числе не обязательно от коронавируса, в том числе для сельского хозяйства, но не всегда их покупают, не всегда их внедряют, те, кто должны их внедрять. Иногда не хватает понимания, иногда не хотят вкладывать большие деньги, ресурсы и так далее. Факторов очень большое количество. Мусором занимаются. Угу. Еще есть у кого-нибудь вопросы? Можете задать. Спасибо за конференцию. Угу. Тогда еще раз благодарим Юрия Ивановича за такую емкую информацию, и от имени нашей библиотеки вручаем вам благодарственное письмо. Спасибо большое. Спасибо. Занимайтесь наукой, любите науку и живите наукой. До свидания. Конечно. До свидания. Иванович. Уже не надо. Наверное, надо. Ну вот, видите, такого бара. Да? Это да? Все. Так, давайте продолжим. Научно-образовательный центр мирового уровня – это интеграция высших учебных заведений, научных организаций и их кооперация с предприятиями, действующими в реальном секторе экономики, с целью проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторных работ, реализации образовательных программ, получения новых конкурентоспособных технологий. О деятельности научно-образовательном центре «Север. Территория устойчивого развития» Академии наук Республики Саха-Якутия нас ознакомит Язев Евгений Никандрович, кандидат экономических наук, руководитель проектного офиса НОС «Север. Территория устойчивого развития» Академии наук Республики Саха-Якутия. Вам слово. Евгений Никандрович, вы здесь? Вы меня слышите сейчас? Да, слышу. Ага. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, я, наверное, начну свое выступление с пояснения того, о чем вы спрашивали Юрия Ивановича. Он блестяще вам рассказал о тех радостных, интересных, очень увлекательных событиях, которые происходят в нашей науке. Но вы задали вопросы, на которые пока нет ответа. Например, то, что касается исчерпания нефтегазовых месторождений, их влияния на нашу, так сказать, состояние нашей природы, на наш государственный и прочий статус. И я могу вам сказать, что до сих пор нет однозначной позиции о том, что на самом деле происходит с этими вещами. Часто очень исчерпанные месторождения вдруг начинают работать заново. Никто не знает вообще, вот какие техногенные процессы происходят в этом деле. Может быть, эта продукция и возобновляется. Может быть, где-то в глубинах Земли идут процессы, которые позволяют нам с вами надеяться на то, что эти ресурсы не будут исчерпаны. Есть такая вторая позиция, ну, я не знаю, насколько она объективна, о том, что если бы мы не использовали эти месторождения, то, возможно, нас бы посещали тоже очень неприятные события, связанные с повышением давления в этих месторождениях и возможными различного рода эксцессами. Что касается переработки... Не видно же его. Лектора не видно. Евгений Никандрович, можете включить видео? Вот сейчас вы меня видите, наверное, да? Да. То, что касается мусоропереработки. Вы задали Юрию Ивановичу очень актуальный вопрос о том, что эти процессы тоже идут. И у нас они, к сожалению, идут не совсем, наверное, быстро, в силу наших особенностей, нашей огромной территории, наших проблем с доставкой, наших сложностей в социально-экономическом развитии.
Но есть такие примеры, как, например, Швеция, которая переработала весь свой мусор и теперь ищет поставщиков мусора со стороны для того, чтобы забирать у них и загружать свои мощности. Это очень сложные технологии, которые позволяют сохранить экологию, избежать многих потерь и всего прочего. Я почему начал с этих вопросов? Я вам могу, как человек, скажем так, ну не с высоты, но издалека своих лет и пройденного пути, могу сказать, что наука и то, что вам Юрий Иванович в части рассказывал, особенно то, что касается наших этнических, культурных проблем и всего прочего, это проблемы, которые требуют соответствующих вложений. Они требуют поддержания их, и зарабатывать на них довольно сложно и иногда очень проблематично. Для этого существует другая наука. Наука, которая поднимает пласт ниже вот того, о чем рассказывал вам Юрий Иванович большей частью. Она позволяет нам с вами исследовать свое прошлое, она позволяет зарабатывать деньги, она позволяет делать более экономным наше производство, более при этом радостной, более хорошо оплачиваемой нашу жизнь. И вот как раз с этим связаны научно-образовательные центры, в которыми мы работаем. История развития науки в стране была довольно сложной. Были периоды, знаете, такой, как бы это назвать, эйфории, наверное, о том, что можно без нее и прожить, что она должна быть предметом для тех людей, которые являются какими-то высокими интеллектуалами, оторванными от жизни, и фундаментальные решения принесут сами по себе тот результат, которого мы бы хотели с вами достичь. Но, к сожалению, так не получилось. И даже в истории новой России после 90-х годов мы умудрились не произвести некоторые действия, которые не нашли соответствующего, как у нас любят иногда в экономике говорить, выхлопа. Они не дали того эффекта, а нанесли даже ущерб. И в частности, у нас были приняты такие национальные проекты: наука, здравоохранение и некоторые другие. И в процессе вот реализации этих проектов мы вдруг обнаружили, что они реализуются не с той эффективностью, не так хорошо. Мы получаем не те результаты, которые мы от них ожидали. То есть те указы президента Российской Федерации, которые несли с собой, казалось бы, однозначный результат, позволяющий нам с вами автоматически получить то, что мы хотим, а в результате мы получили не совсем то. Вы знаете историю с вирусологией, и наиболее актуальным событием это ковид, вакцины, от которого мы разрабатывали, которые до сих пор еще некоторые не зарегистрированы. Хотя коронавирус, как вот выступал недавно академик Чучалин, это главный пульмонолог Российской Федерации, он сказал, коронавирус это самый древний из вирусов, с которыми мы сталкиваемся. При этом он сказал, что антиподом является обычный грипп, который появился намного позже. И вот эти вот все сложности, вот эти все противоречия являются предметом рассмотрения той части исследований научной деятельности, которой занимаются научно-образовательные центры. Наконец, впервые в истории за долгий довольно период начали привлекать к решению наших глобальных проблем при участии регионов. То есть то, что казалось раньше только функцией федеральных научных учреждений, высокой науки, оторванной от жизни, вдруг стало предметом внимания нашей республики. И самое удивительное, что наша республика была провидцем. И первый ее президент Михаил Ефимович Николаев в 1993 году, создав эту академию, о которой вот вам Юрий Иванович в красках рассказал, и которая заслуживает того внимания, которое мы на нее обращаем, эта форма сохранилась только в республиках. На сегодняшний день подобные академии наук существуют в Татарстане, в Башкортостане, в Чечне, в республике Саха-Якутия. Поэтому мы оказались готовы перед тому, чтобы перехватить эту тематику, ее приземлить, сделать ее не только, скажем, таким элитарным знанием, от которого мы оторваны, а мы должны стать участниками этих процессов и помочь реализовать те глобальные, большие, красивые проекты, которые сделают нашу жизнь интересной, полноценной. Мы дольше будем жить, мы будем иметь более серьезное, так сказать, здоровье, которое нам позволит сопротивляться очень многим напастям, о которых сейчас медики говорят. Вот это создало все условия для того, чтобы мы все-таки подхватили эту тематику и начали с ней работать.
То есть только республики, а не области и прочие регионы, имеют свою региональную научную среду, свой научный фундамент, на который может являться связующим звеном между то, о чем Юрий Иванович говорил, образованием, наукой и тем реальным сектором производства, который мы на сегодняшний день видим. Дело в том, что я в свое время, так сказать, проходил вот эти все этапы, я понимаю, что если мы будем заниматься только одним образованием, оторванным от науки, то из этого ничего хорошего не получится. Мы получим с вами самые простые, примитивные знания, от которых, наверное, никому очень хорошо не будет. Поэтому-то существуют формы олимпиады, конференции различного рода, то, что проводится для детей, соответствующие совещания, обсуждения. Это все очень полезно для того, чтобы, наконец, те же наши дети поняли, что им ближе к душе. Любой человек талантлив по-своему. И вот чтобы это найти, его нужно бросить вот в этот мир, именно бросить, чтобы он там научился плавать, чтобы он там, наконец, понял, что ему по душе, что его интересует, что у него получится и кем он станет. Но существует и вторая проблема. Вот Михаил Ефимович Николаев в свое время запустил вот эту систему образования, которая нам позволяет выжить и самым удивительным образом быть довольно серьезным игроком на рынке науки, производства и всего прочего. Но мы тогда не успели реализовать главное. Мы не смогли довести это до конца. То есть наши дети, я сам отец двоих детей, которые получили соответствующее образование, вот эти дети, они должны были после получения своего образования, которое они любят, к которому они склонны, которым они хотят заниматься, они должны были получить соответствующую практику. Вот эта программа не совсем была хорошо реализована, она не была неполноценна, ну и, наверное, во многом это определяется тем, что у нас все-таки все превратилось в частное. Государственный сектор был достаточно разорван на многие составляющие, в которые попасть было очень сложно. И государственные программы, которые были, они не могли как раз стыковаться. Так вот, на сегодняшний день как раз научно-образовательный центр с нашим научным потенциалом, с нашим университетом и с нашими школами, я вам могу сказать, что от этого зависит очень много, какие дети придут в высшее учебное заведение, как они определят свою, опять же, повторяю, я несколько раз буду к этому возвращаться, определят свои склонности, вот куда они пойдут работать. Научно-образовательный центр настроен на то, чтобы сделать нашу с вами жизнь более интересной, более привязанной уже не к высоким материям, а к тем материалам и к тем условиям, в которых мы с вами живем. Наш климат очень такой серьезный, суровый, хотя есть такое мнение, и очень часто о нем говорят, что вообще в пустыне построить производство и создать что-то новое намного сложнее. В жарком климате расходы по поддержанию нужной для человека температуры намного выше, чем в климате с серьезными климатическими, так сказать, отклонениями в отрицательные температуры. Поэтому научно-образовательный центр как раз и заинтересован в том, чтобы взять знания преподавателей высших учебных заведений, а зачастую и тех людей, которые работают в среднем образовании, которые готовят наших детей, и дать эти возможности через научное подразделение и создать условия для того, чтобы наконец мы начали работать с реальным сектором экономики более плотно. Но при этом мы должны понимать и их проблемы. Мы должны узнать, что им нужно и как это решать уже придется нам вместе с ними. Поэтому в данном случае, я сразу еще раз подчеркиваю, это очень сложный комплекс взаимоотношений, взаимосвязей, которые вот вынуждены были принять на себя наши руководители республики. У нас хорошо, очень высоко продвинутый глава республики. У него прекрасное образование, он нашел свое место, и, соответственно, он к этому и относится. Я вообще склонен к тому, что, вы знаете, наверное, родителей нужно оценивать по их детям. Наверное, и от учителей мы все-таки оцениваем по результатам их детей, как они учатся, чему они добились и так далее и тому подобное. Поэтому вот создав этот базис, соединив его с наукой, которая позволяет выявить в работе с нашими производственными структурами, только тогда мы получим те результаты, на которые мы надеемся.
Я могу привести такой пример. Вот недавно мы с этим сталкивались, все время почему-то говорят, а зачем вот эти этносоциальные исследования народностей коренных, малых народностей севера и так далее. И я объяснял, как это в принципе возможно посчитать. Мы почему-то считаем, что каждому человеку нужно навязать определенную систему образования, которая вот принята где-то, кем-то. Зачастую это оторвано от тех потребностей, которые существуют. Мы же с вами не берем и не навязываем африканцам свою культуру, они не навязывают нам. Почему мы должны обязательно заставлять людей делать то, что принято где-то в каком-то мире, который с нами, с нашими климатическими условиями, с нашими условиями существования, с развитием наших... Мы этого не должны делать. Мы должны исследовать, что человеку нужно, и очень мягко, очень корректно дать ему возможность это получить. Ведь вы поймите, зачастую у нас вот дети некоторые, выезжая за пределы республики, привыкшие к нашим условиям, к нашему климату, к нашим социальным отношениям, к нашим личностным особенностям, они там не выдерживают вот той культуры, с которой они сталкиваются. Некоторые в это вживаются легко, а у некоторых возникают огромные проблемы. Поэтому даже вот эти исследования, они позволяют человеку сделать выбор. Либо он будет учить свой язык, который ему понадобится, если он не хочет уезжать, либо он выучит в какой-то степени английский язык, и для того, чтобы ему хотя бы слышать какие-то вещи или переводить какие-то книги, ему этого будет хватать. А некоторым просто, этого не захочется. Привык человек жить в тех условиях, каких он хочет. Мы можем ему дать возможность, но мы не обязаны его заставлять. Это вот один только пример тех исследований, которые проводятся. Второй пример. Мы все с вами привыкли к тому, что вот идем в аптеку, покупаем лекарственные средства и лечимся ими. Зачастую это вызывает иногда и осложнения. Мы все разные, у нас у всех аллергичны, мы аллергичны. Некоторые переносят одно, некоторые переносят другое. Вот в рамках как раз научно-образовательного центра прикладных исследований было такое вещество создано, как бетуколадин. Это на основе ягеля и коры березы. Он проходит испытания. И поверьте мне, я просто попробовал, я могу сказать, он очень серьезно помогает как адаптоген, то есть снимающий вот это вот последствия ковида, снимающий последствия для различного рода заболеваний. И одной из составляющих его я в свое время попробовал. Это настойка ягеля. Оно произвело на меня просто совершенно потрясающее впечатление. И то, что у меня раньше я болел по 2 недели, у меня проходило за 3 дня. Вот вам, пожалуйста, это как раз то, чем мы занимаемся. Мы должны поддерживать те исследования, которые нам позволяют жить в этой среде, в этих условиях и с этими проблемами, которые нам приносит наша цивилизация. Это второй пример. Третий пример. Каждый человек по-своему интересен. Так же, как интересна национальность. Так же, как есть особенность у различных рас. И вот у нас есть геномная так называемая медицина, прецизионная медицина, которая занимается изучением особенностей, генетическими особенностями наших людей, которым нужно назначать определенные совершенно препараты. Некоторые на них действуют, некоторые не действуют. Пришлое, население, которое сюда приехало случайно, из южных каких-то наших бывших республик российских, Советского Союза, прошу прощения. Они тоже не все переносят, не ко всему хорошо относятся. И занимается вот эта медицина прецизионная, то есть она как раз занимается особенностями вот этого поведения здоровья человека в наших условиях. У нас есть очень тяжелые вещи, которые мы с вами не знаем. Мы с вами привыкли жить в таком климате, мы в нем в большинстве своем родились, и для нас это вполне естественные, условия обитания. Вот это третье направление. Существует также еще направление, которое касается использования наших минеральных ресурсов. Исследованность нашей территории, прежде всего Якутия, а мы, слава тебе, Господи, территория самая большая в Российской Федерации, на 2-м месте стоит наш сосед Красноярский край по территории. Так вот, в условиях Российской Федерации наша исследованность составляет считанные проценты. То есть мы вообще до конца не знаем, какие месторождения у нас все-таки есть, годны ли они для того, или годны для того, чтобы их можно было использовать в нынешней ситуации. Нужны ли они для того, чтобы продавать эти минералы и сырьевые ресурсы куда-то? И как их добывать, и как их перерабатывать, как их транспортировать. Вот это второе направление, и при этом нам нужно с вами не нанести ущерб своей природе.
Мы все с вами знаем, что когда заходишь в лес и видишь эти мусорные свалки, которые там часто очень, то это производит очень тяжелое впечатление. Мы травим иногда наши водоемы. И вот та история, которая произошла с Алросой, когда в Вилюй произошел выброс, мы не знаем последствий всего. Но это надо все предупреждать. То есть мы должны разрабатывать месторождения, находящиеся сейчас на севере. У нас сейчас там Торское месторождение в Якутии разрабатывается, оно недалеко от границы с Красноярским краем, на территории которого находится Норильский горно-металлургический комбинат. И вот эти вот, я сразу хочу сказать, что вот эта версия о том, что на севере производство не может быть эффективным, это как раз тот аргумент, который бьется наличием вот этого Норильского ГМК, горно-металлургического комбината, который существует на территории еще там с 30-х годов, который строился в очень тяжелых условиях и который на сегодня является одним из самых доходных, одним из самых эффективных горно-металлургических комбинатов, при котором есть город Норильск, который тоже живет в условиях фактически тундры, на мерзлаке и со всеми прочими вытекающими последствиями. Но, конечно, учитывая то, что в прошлые годы, десятилетия мы обращались с природой не очень хорошо, а недавно там тоже была катастрофа, то есть была нарушена мерзлота, произошла утечка огромного количества нефтепродуктов, которые загадили там достаточно серьезную территорию. Вот чтобы этого не произошло, мы должны с вами разрабатывать те месторождения, которые не могут быть вредными, технологии которых не нанесут нам ущерба. И мы с вами будем получать от них одну радость, выгоду и хорошую жизнь. И третье направление, которым занимается, да, вот эта разведанность как раз, достижимость, доступность, оценка, это вот второе направление. Третье направление – деятельность научно-образовательного центра «Север», территория устойчивого развития. Вот об устойчивости развития мы можем говорить с вами, вот Юрий Иванович очень интересную вещь сказал, о том, что вот раньше до Намцев там доезжали там, за какое-то время, сейчас там заезжают за 38 минут. Сейчас вот до Бердигистяха можно заехать за 1:40. Мы создали там, построили хорошую дорогу, по которой можно, так сказать. И у нас в перспективе появляется мост, последствия строительства которого, ну, мы пока с вами только можем гадать. Но плохого от этого точно совершенно ничего не будет. В том же соседнем Красноярском крае уже строится, по-моему, 5-й мост на Енисее, причем около Северо-Енисейска. То есть это уже не город, это, так сказать, севернее намного. И он строится для того, чтобы связать те районы, где добываются минеральные ресурсы, и они идут на службу вот тем предприятиям, тем людям, которые там живут. Они получают бюджетные средства, соответственно. Так вот, у нас строительство моста, это является одной из проблем. Это первый мост будет на вечной мерзлоте. Это протяженный очень мост. Наша река, великая река Лена, она действительно создает условия, в которых нужно построить так, чтобы это не упало, не рухнуло, не разрушилось, чтобы это служило долгие десятилетия, и чтобы мы получали от этого одни удобства. И вот последствия строительства такого моста открывает определенные перспективы по развитию Северного морского пути. Обеспечивает круглогодичный, доступ к тем районам, к которым мы сейчас иногда по 2-3 месяца попасть не можем. То есть переправиться через реку Лену станет вообще без проблем. Кроме того, мы не знаем, например, и это, видимо, наверное, предстоит нам решить в будущем, а вообще, что с собой принесет этот мост. Ведь вы знаете, что граждане России отличаются таким очень интересным характером. Часто его можно охарактеризовать как это, ну, знаете, так, попробую сейчас, вот возьму и сделаю. Садятся на машину и поехали через всю Россию. Это самая большая страна в мире. Это самая большая протяженность. И формирование вот такого трансконтинентального магистрального пути, с учетом этого моста, открывает огромные возможности для туризма. Люди будут ездить, тем более, что у нас все-таки, ну, слава богу, где-то с апреля там, по ноябрь мы еще можем, так сказать, спокойно совершенно не бояться морозов, тем более при наших привычках. Мы открываем, может быть, мы открываем новую страницу в истории, когда истории туризма, о котором мы долго и давно говорим, на которого создают различного рода организации, но который вот у нас, к сожалению, пока не состоялся. Доступность. Уже вроде сейчас есть все для этого. Гостиницы, доступность, трассы внутри. Но вот эти трассы внутри, они не связаны между собой. Ну и еще одно направление, вот этой вот третьей части, это развитие новых строительств, новых предприятий по производству материалов, которые помогут нам сделать наше строительство с вами устойчивым. В принципе, в городе Якутске
вы знаете, есть очень старые дома, которые стоят и, так сказать, не мешают. А есть дома, которые, к сожалению, часто очень разрушаются. Мы видели подобные трещины, мы видели падение этажей и так далее. Ну, это не такое не частое событие, но оно бывает. Так вот, этим озаботились очень не только у нас, в том же Норильске. И сейчас начинается программа реновации, то есть замена старого строительства, старых вот этих домов, в которых мы в большинстве живем, со старыми материалами, с теми стенами, с этим износом, с теми сетями, которые нужно менять. Вот начинается такая. И причем Министерство развития Дальнего Востока и Арктики, оно поставило очень серьезный вопрос, что север Якутии и Норильский узел – это очень важные с точки зрения Северного морского пути, его развития. А это огромное направление по транспортировке различного рода грузов, которое может позволить нам избежать и всему миру избежать вот этого знаменитого Суэцкого канала, в котором постоянно возникают различного рода осложнения. Причем протяженность того нашего пути, он намного, в несколько раз меньше, чем протяженность Суэцкого канала. Я просто сейчас уже цифры на память не могу вам привести. Но перед нами стоит задача нарастить где-то к 30 году уже практически объемы транспортировки почти в 10 раз. Ой, в 100 раз, господи, извините. Вот в 2019 году, например, составил поток где-то 600 всего лишь тысяч тонн. А в 2020 году это уже было 1 200 000, 1 300 000. То есть почти в 2,2 раза вырос поток грузов по Северному морскому пути. Ну и для нас это с вами очень важное дело. Но вот этот мост, Северный морской путь, внутренние трассы, это все позволяет нам с вами решить, вернемся теперь ко второй теме, о которой я говорил, решить доступ к нашим минерально-сырьевым ресурсам. И учитывая нашу территорию, не надо бояться этого, учитывая, что новые технологии, я вам опять говорил, как вот в Швеции с мусором, например, борются, и те разработки, которые ведутся по предотвращению ущерба от добычи нефти, газа и прочие вещи, это все позволяет нам с вами в рамках НОЦа связать и создать единую такую красивую картину, красивую схему взаимосвязи. Мы решаем транспортные проблемы, после этого решаем технологические проблемы, и, соответственно, становится другой наша жизнь. Мы на сегодняшний день по своему бюджету, по тому обеспеченности, которая у нас есть, мы являемся одним из неплохих регионов Российской Федерации. То есть, если удельно посчитать расходы на человека, они бюджетные, они очень серьезные. И я вам еще один приведу пример. Мы на сегодняшний день вот в рамках того научно-образовательного центра, в котором участвуют, собираются Магаданская область, Чукотский автономный округ, Сахалинская область, Камчатский край, который возглавляет недавний наш премьер-министр Солодов Владимир Викторович. Вот, мы как раз собираемся в рамках вот этого НОЦа вот эти решения превратить все-таки в реальность. Был рассмотрен первый раз проект вот этих доведения наших научно-образовательных центров до мирового уровня. И в рамках этого проекта мы сделали определенные выводы о том, что нужно нам, о том, что нужно Российской Федерации, федеральному центру. Ну и главное, наверное, мы поняли наконец, как это надо увязать с нашими с вами интересами. Программа НОЦа прежде всего направлена на доведение до мирового уровня, как это называется, нашего социально-экономического положения. То есть мы должны создать те условия, которые позволили бы нам более красиво, более полно удовлетворять те потребности культурные, социальные, жилищные, обеспечение продуктами питания, вот о которых говорил в том числе и Юрий Иванович. Он очень красиво, красочно рассказал вам о том, к чему мы стремимся, чего мы добиваемся и что мы для этого делаем. Научно-образовательные центры – это возврат, наконец, к реальной политике, к реальной экономике, где мы с вами, и в том числе вы, и наши дети, которые сейчас учатся, и которые даже в детский сад ходят, это все будущее. Это складывается из этого единая, красивая картина, и наш путь становится понятным и полезным. Я просто еще последний пример приведу. Насколько вот мне известно, например, во Франции с 4 лет начинают учить детей. Это уже считается школьный возраст. А мы тут иногда спорим о том, что в 7 лет или в 8 начинать можно, в 10 там или сколько. Я могу одно сказать. Учиться очень важно.
Учиться интенсивно еще важнее. А учиться напряженно до изнурения – это вообще самая та замечательная цель, к которой мы должны стремиться. Мы должны показать нашей стране, что мы можем не только тратить, но мы должны показать, что мы умеем зарабатывать. И для этого наша власть, слава богу, делает все, что она может. У нас с вами сегодня появился нефтегазовый комплекс, по которому иногда там разговоры идут, что их там льготы дают. Да, но пусть они на первом этапе поработают немножко полегче, а потом они нам принесут то, что мы хотим получить. Поэтому давайте сделаем все, сделаем максимально интенсивно, максимально эффективно, очень внимательно. И главное не останавливаться, главное двигаться и учиться, учиться и учиться. Но это, правда, говорил Владимир Ильич Ленин, но это, оказывается, правда. Так что тут ничего. И что касается революций, я вам могу одно сказать. Юрий Иванович правильно сказал. Революция – это вот даже то, что у нас с планшетами сейчас происходит. Это кто? Я просто в силу своего возраста могу сказать, что лет 15 назад мы только читали об этом в фантастических рассказах, фантастических романах. И там были совершенно, вот иногда перечитываю, и там такие вещи, которые, сейчас они вызывают только улыбку. Поэтому давайте будем соответствовать мировому уровню и будем работать, не покладая рук. Спасибо. Благодарим Евгения Никандровича. Посмотрим, давайте в чат. Там возник вопрос, задает Розалия Максимова. Как искусственный интеллект станет умнее человека? Об этом я вам могу сказать, у меня большие сомнения в том, что он станет, наверное, умнее человека в ближайшей перспективе, и мы с вами. Я могу одно сказать. Китайская программа, выступал один из самых известных российских инвесторов, занимающихся IT-технологиями. Он сказал, что в Китае принята программа создания искусственного интеллекта, где запланированы к нему, не упадите сейчас от суммы, 150 миллиардов долларов на решение этой проблемы. Пока мы с вами особых результатов не видели. Мозг человека, вы знаете, воспроизвести очень сложно. И его ассоциативные связи, которые у вас возникают в силу того, что вы хорошо учитесь, много читаете, много видите, много знаете, это главный источник. Как говорят, новое – это хорошо забытое старое. А хорошо забытое старое, оно иногда находит такие внутренние связи и взаимоотношения, которые дают нам возможность с вами получить решение просто, я не знаю, даже выдающиеся. Вот, в частности, я вам говорил, вот это вот кристаллы, так сказать, жидкие кристаллы, которые породили планшеты, технологии. И если раньше там говорили, что вот удаленная связь, то сейчас вы берете телефоны по видеосвязи, связываете с человеком на другом конце планеты. Это вполне естественно. Вот это революция. Поэтому искусственный интеллект, пока он ничего не создает. Он только в шахматы может, наверное, играть, иногда переигрывает человека, но иногда нет. Поэтому пока, я думаю, это только цель далекого-далекого будущего. Благодарим Евгения Никандровича еще раз. Может, у кого-нибудь есть вопросы, можете задать. Вижу, ни у кого нету вопросов. Вручаем от имени нашей библиотеки благодарственное письмо Евгению Никандровичу. Еще раз поблагодарим. Спасибо. И вам спасибо большое за внимание. И надеюсь, что мы с вами сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы все было хорошо. До свидания. Всего хорошего. Счастливо. Так, аналогов нашего IT-парка нет на всем Дальнем Востоке. Мы можем по праву этим гордиться. Компании Майтона и InDriver доказали, что в Якутии можно создавать многомиллиардный международный бизнес. Давайте поговорим о перспективах развития новых технологий. Даю слово Лилии Александровне Газизовой, ведущему эксперту IT-парка Якутска. Лилия Александровна, пожалуйста. Здравствуйте, добрый день, дорогие друзья. Очень рада вас видеть на сегодняшнем мероприятии. Я вещаю, собственно, из IT-парка, и мой доклад сегодня будет несколько глобальным, не только о нашем
не только о нашей организации и о наших резидентах, да, но в целом о технологиях, о трендах, о тенденциях этого года и ближайшего будущего. Так, сейчас я включу демонстрацию экрана. Видно? Раз, Да, раз. видно. Видно, да? Угу. Все, Да, спасибо. видно. Хорошо, отлично. Так, ну начнем с того, что очень большой скачок, рывок в технологиях случился в прошлом году из-за того, что произошла пандемия, да, случился вирус, закрылись границы, и для того, чтобы узнать о том, как мы будем жить в будущем, давайте посмотрим на то, что у нас случилось в прошлом, в ближайшем. Значит, пандемия 2020 – это закрытие границ и локдаун. Локдаун – это самоизоляция, карантин, социальная дистанция, бесконтактность. То есть здесь мы можем понять, сделать выводы, что поведение людей изменилось. Остановка экономики и банкротство многих компаний, как это бы ни грустно звучало. Переориентирование экономики в сторону цифровизации. Вот здесь хочется отметить, что в прошлом году помимо вируса также случались такие события, как падение цен на нефть. И, конечно же, давно на самом деле уже обращают внимание в сторону именно IT, цифровой экономики, развития цифровой экономики, потому что сырьевая экономика, она, к сожалению, не бесконечна. Вот, и, конечно же, закрытие предприятий, массовые увольнения. Очень много людей в прошлом году лишились работы. Здесь в этом графике представлена как раз-таки вот история, да, развития сырьевой экономики. Это вот темпы роста на нефть и темпы роста ВВП. Ну, то есть тут видна зависимость нашей экономики от нефти. И вот называется модель развития в условиях ресурсного проклятия, так называемого, да, именно вот эти нерадужные прогнозы заставляют нас смотреть в сторону цифровой экономики. Так, посмотрим теперь, какие положительные изменения случились в прошлом году. Во-первых, не скажу, что это положительно, работа на удаленке и дистанционное образование, но тем не менее это большой технологический рывок, потому что мы с вами теперь имеем возможность, вот даже как сейчас, да, общаться, посещать конференции, даже концерты, даже какие-то развлекательные мероприятия, сидя у себя дома, вот, учиться, получать образование, работать, вот, и один из плюсов. Далее появились, не то что появились, роботы вышли, скажем так, в люди. В прошлом году в Китае была практика очень успешная внедрения роботов-доставщиков, и также в Сингапуре были роботы, сейчас скажу, роботы, которые патрулировали в парках, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию. И это вот тот робот, который желтенький, он похож на собаку, и он издавал звуковые сигналы, чтобы, предостерегая, скажем так, людей, чтобы они не сближались на определенное расстояние. Вот, это только примеры. На самом деле, конечно, очень много других роботов уже давно существует и внедрились уже в обиход. Увеличилось количество онлайн-продаж, доставок, безналичные, бесконтактные оплаты, переводы денег. То есть наличных денег стало гораздо меньше, потому что по рекомендации ВОЗ, да, наличные деньги были, скажем так, переносчиком инфекции, и очень много людей перешли на безналичные деньги, на безналичные расчеты. Это, конечно, очень удобно и тоже стало таким рывком в технологиях. И насчет онлайн-продаж, вот я хотела сказать, насчет Wildberries, да, то, что многие маркетплейсы и многие интернет-магазины в прошлом году увеличили свою выручку в 2 раза по сравнению с 2019 годом. И яркий тому пример — компания Wildberries. У них выручка 2020 года составила 437 миллиардов рублей. Вот где-то так. То есть это очень большие суммы и очень перспективно, скажем так. Онлайн-сервисы и развлечения.
ни для кого не секрет, что сейчас в наших телефонах приложений стало больше, гаджетов в обиходе стало больше. Также, вот как я сказала, и концерты, кинотеатры перешли в онлайн. Технологизация предприятий и автоматизация процессов. Что это значит? Сейчас все крупные предприятия, в том числе и промышленность, горнорудные предприятия, в том числе и наша Алроса, да, они сейчас все смотрят в сторону технологий и максимально быстро стараются внедрить технологии в свои процессы. Для чего это делается? Ну, опять-таки, для того, чтобы ускориться, потому что весь мир сейчас ускорился в развитии. Все делается быстро, конкуренция высокая, а стоимость сырья падает, из-за этого приходится придумывать какие-то иные способы, в том числе технологии, искусственный интеллект, роботы, опять-таки, системы аналитики, различные конвейерные роботы, да, все это сейчас внедряется, и компании большие, промышленные, ищут разные технологии и максимально быстро стараются их внедрить. Автоматизация процессов — это, собственно, то, что происходит сейчас во многих организациях, которые перешли на удаленку. Мы все видим, какие проблемы случились, когда мы все ушли на самоизоляцию, да, как стало сложно общаться, коммуницировать, и поэтому появляются тоже разные программы, которые помогают предприятиям работать, когда все сотрудники на удаленке. Это программы для коммуникации, для документооборота, ну и так далее. Так, конечно же, медицина. Я еще вначале хотела сказать, почему год науки и технологий, да, это, конечно же, два самых важных, скажем так, две сферы, которые в прошлом году помогли выжить нам, наука и технологии. Вот, искусственный интеллект в медицине. Здесь я бы хотела привести в пример наших резидентов, компания Сайберия, которые на основе искусственного интеллекта сделали программу, которая считывает снимки КТ, которые вот снимают сейчас всех, кто заболел коронавирусом, да, эта программа считывает эти снимки, анализирует их и помогает выявить наличие коронавируса. То есть, если у человека в этом плане работоспособность будет ниже, ну, люди все-таки устают, люди не роботы, они не могут большое количество информации перерабатывать, то вот этот вот искусственный интеллект, эта программа может в большом количестве обрабатывать эти снимки и выявлять коронавирус. Дальше. Так, разработки в медицине в прошлый год тоже был рывок, ну, начиная от создания вакцин, вирусология, да, у нас были успехи в выращивании искусственных органов, искусственное мясо появилось, гены начали редактировать и множество новых профессий. В связи с тем, что, опять-таки, мы перешли на новый уровень цифровизации, появилось много разных профессий, но также другие профессии старые, они, наоборот, уходят, умирают. Вот, и в этом графике показано, да, что по данным РБК в ближайшие годы 75 миллионов человек потеряют работу, но 130 миллионов новых рабочих мест появится. И это все новые профессии, о которых мы с вами, может быть, еще не знаем. И вот здесь есть, да, такая замечательная цитата, что окончательно развенчан тезис, что одна профессия на всю жизнь. Сейчас уже не так. Сейчас мы начинаем мыслить уже по-другому и не цепляемся за одну профессию на всю жизнь. И нашу молодежь, наших детей надо тоже готовить к тому, что за жизнь они могут поменять и попробовать несколько разных профессий. Так, еще немножко про технологии. Это опрос исследования Technology Vision, в котором 52% респондентов ответили, что технологии играют заметную роль в их жизни. 19% признали, что технологии уже глубоко проникли во все аспекты жизни. Они считают это продолжением себя, то есть уже не смыслят жизни без технологий. И в среднем 6,5 часов люди проводят онлайн.
6,5 часов в сутки. Вот. И этот феномен называется уже постцифровые люди. Вот. Ну и, собственно, все, что было в прошлом году, все, что мы начали, все, что запустилось, все вот эти процессы, которые запустились, они будут продолжаться и в ближайшие 5-10 лет точно. Смена привычек людей, накопление цифрового опыта, уже появляются, видите, новые понятия, как цифровой опыт, например. Искусственный интеллект заменит человека. Вот здесь, кстати, я могу поспорить с предыдущим спикером. Не скажу, конечно, что полностью, да, но опять-таки в некоторых сферах в обработке больших данных искусственный интеллект уже справляется лучше, чем человек. Ускорение роботизации, ну, это значит, что роботы уже совсем близко и уже даже, возможно, скоро появятся в нашем городе. И уже есть даже где-то, насколько я помню. Внедрение умных устройств в повседневную жизнь. И также компании, крупные компании, предприятия будут еще быстрее ускоряться в развитии инновационных решений и будут сокращать сроки внедрения. Ну, то есть станут все более технологизированными, скажем так. Вот, про наш IT-парк тоже немножко расскажу, чем мы занимаемся. Мы поддерживаем как раз-таки предпринимателей, компании, которые занимаются разработкой, новыми технологиями. И у нас, кстати, уже есть успехи, потому что в прошлом году выручка наших резидентов выросла тоже вдвое по сравнению с позапрошлым годом, с 2019. Это все значит, дорогие друзья, то, что технологичный бизнес развивается, и он развивается действительно быстрее и перспективнее сырьевого бизнеса. Вот, поэтому в эту сторону сейчас очень много внимания, очень много людей интересуется. Вас тоже призываю посмотреть в эту сторону, в сторону IT, профессий или IT-предпринимательства, или, может быть, у вас есть какие-то идеи, которые вы бы хотели воплотить в жизнь. Вот этим всем занимается IT-парк. Мы находимся на Ленина 1, подписывайтесь на наш Инстаграм. Спасибо большое, готова ответить на ваши вопросы. Ой, вас не слышно. Какие профессии могут быть это после цифровизации? Внуки куда пойдут учиться? Я вам советую обращать внимание вот на IT-специальности. Сейчас у нас есть специальности информатика, опять-таки, да, разработка, системное администрирование. Помимо этого, если не брать какие-то вот такие точные науки, то, что касается разработки, да, это могут быть копирайтеры, это могут быть дизайнеры. Остальные профессии, которые я вам назову, наверное, ни о чем вам не скажут, потому что это в основном все иностранные слова. Вот, но в эту сторону примерно ориентируйте внуков. Угу. У кого-нибудь есть вопросы еще? Так, вижу, ни у кого нет вопросов. Спасибо, Лилия Александровна. Вручаем от имени нашей библиотеки благодарственное письмо. Еще раз поблагодарим Лидию Александровну. Спасибо. Угу, до свидания. Спасибо вам большое. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию видеоэкскурсию по учебно-научно-технологической лаборатории графеновой нанотехнологии физико-технического института СВФУ имени Максима Кировича Амосова. Давайте посмотрим. Добро пожаловать в лабораторию графеновой нанотехнологии. Мы сейчас находимся в Арктическом инновационном центре. Мы являемся частью физико-технического института, но мы тут занимаемся исследованием наноматериалов. Наноматериалы – это наноразмерные материалы, то есть все у нас идет от размера. Чем меньше материал, тем больше он нано, можно так сказать. Вот, например, взять тот же графен.
Графен – это, по сути, тот же графит, который у нас есть во всех карандашах, только он наноразмерный. Если его сделать настолько тонким, размером всего лишь 1 атом, то у нас получается графен. И когда мы опускаемся до такого наноуровня, у нас свойства материалов начинают стремительно меняться. Вот, например, графен, он в кристаллической своей структуре связан друг с другом самыми сильными связями, которые существуют в природе, так называемые sp2 связи, и благодаря этому он обладает уникальными свойствами. Например, для наноматериала он 300 раз прочнее стали, он замечательно проводит электричество, по сути, теоретически он не обладает сопротивлением для электричества, то есть на нем можно делать высокочастотные какие-то приборы, то есть это компьютеры, которые могут работать там, миллион раз быстрее компьютеров, которые существуют сейчас. С другой стороны, он невероятно гибкий. Например, человек, он тоже состоит из соединений углерода, и эластичность нашей кожи, наших внутренностей, она тоже задана свойствами углерода, который входит в графен. Соответственно, из графена можно делать гибкие переносимые устройства, крайне быстрые, крайне прочные. Плюс графен у нас прозрачен, то есть если мы говорим о прозрачном проводящем веществе, то такими устройствами можно, например, делать солнечные панели. Покрытие солнечных панелей, которые собирают так называемые токосборники. При этом графен, так как он наноразмерный, то его нужно совсем немного. Грубо говоря, например, чтобы покрыть всю планету полностью слоем графена, нам понадобится всего где-то порядка 15 килограмм его. Соответственно, если мы говорим о каких-то будущих изделиях из графена, то мы говорим о дешевом производстве, массовом производстве, где нам понадобится всего лишь чуть-чуть материала. Благодарим за предоставленный материал ведущего специалиста Департамента науки и инноваций Кондакову Саяну Васильевну и вручаем ей благодарственное письмо, а также за содействие в подготовке этого мероприятия младшего научного сотрудника Академии наук Республики Саха-Якутия Пермякову Анну Васильевну. Анне Васильевне мы также вручаем благодарственное письмо. В рамках Года науки и технологий в Российской Федерации в нашей библиотеке в течение года будут проходить интересные встречи с людьми, которые внесли свой вклад в развитие нашей республики. Также в социальных сетях будут опубликоваться статьи, виртуальные выставки и обзоры книг. Следите за нашими новостями в социальных сетях ВКонтакте, Ютубе и Инстаграме. С тех пор, как существует мироздание, такого нет, кто бы не нуждался в знании. Какой мы ни возьмем язык и век, всегда стремился к знанию человек. Такими словами мы хотим завершить нашу сегодняшнюю встречу. Благодарим всех за участие. До новых встреч!